Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, на такую тему. Чего ждать, на что надеяться до конца лета? Самые главные и яркие моменты. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, спросите все, что вас интересует. И если высшие силы позволят, я обязательно считаю ваш вопрос и на него отвечу. Я думаю, вы все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. А лето-то обещают быть жарким, по крайней мере, конец. Смотрите, у вас тут прям костер вышел. Костер. Замечательный, кстати, знак. Единственное, что немножко смущает, что в левой стороне. Вот если бы он справа вышел, это, конечно, было бы супер. Но и с левой тоже неплохо. Не спешите расстраиваться. Костер – это знак страсти, новизны, когда человек всецело поглощен либо другим человеком, либо делом, какие-то возможности открываются. Знаете, я так скажу, вам будет дано, и будет дано вам то, о чем просили, либо то, о чем вы мечтали, но вы, возможно, будете сомневаться. Есть рядом с вами человечек, либо, возможно, появится, кто будет вас немножечко как отговаривать, либо сдерживать на пути ваших желаний. О чем бы мы ни говорили, любовь, работа, какие-то ваши дела, увлечения, страсти, будет человек, который, так знаете, будет вас немножечко, вот вы горите, да, а человек вас притушивает и говорит: ну не надо так спешить, ну подумай, ну подожди. Сдерживает вас тут один персонаж. Знаете, не могу сказать, что желает вам зла. Скорее, сам по себе человек такой осторожный, аккуратный, скажем так, избегает острых моментов, да, и ярких страстей. Вот и вас попытается сдержать. Может быть, это кто-то из ваших близких. Например, заботливая мама, либо нерешительный супруг, либо может быть какая-нибудь очень спокойная подруга. Да? Человек желает вам добра, но не понимает, что вас задерживает на вашем пути развития. Вот здесь ругаться не надо. Здесь просто нужно поговорить, спокойненько все объяснить. Либо, как вариант, просто человеку уже по факту сообщать, ну, что с вами происходит, да, либо что с вами случилось, чтобы не было возможности, скажем так, вас отговорить. Да, но гореть вы будете ярко. Кому-то прям действительно страсть безумная идет в жизни, вот какие-то отношения, они любовные, они горячие, они всецело поглощающие. А у кого-то такая работа появится. Вот с головой идете в работу, знаете, будете работать по 20 часов в сутки. Уставать не будете, потому что четко будете понимать: я делаю то, что мне нравится, и я вижу результаты, и эти результаты меня безумно радуют. Вот так будет происходить. Вот так, мои хорошие, замечательно. Так, давайте к истокам вернемся. У вас тут в истоке семья. Семья, которая, вот, знаете, как косу прошла. Коса была. Может быть, какое-то было расставание. Может быть, какие-то большие неприятности были. Не именно внутри семьи, да, а семья подверглась каким-то большим неприятностям. Может быть, вы были разделены, жили в разных местах, либо сейчас даже находитесь в разных местах. Люди очень скучали друг по другу, боялись, что это конец, что они друг друга потеряют. Возможно, даже вы боялись за жизни друг друга. Тут видите как? Косу вы проходите, вы будете соединяться, вы будете объединяться, вы будете понимать, что беда прошла, больше бояться вам нечего. Теперь все хорошо, все замечательно. Если это были ссоры, конфликты в семье, ну, люди примирятся здесь однозначно. И тут даже не новый
этап ваших отношений, да, не с чистого листа, а вот совершенно по-иному. Вот эта разлука, либо это напряжение конфликтное, которое было между вами, как встряску создало вот и в мужчине, и в женщине. Люди теперь готовы договариваться, люди теперь готовы любой ценой сохранять мир и покой, ну и, конечно же, пару, семью. Очень хороший знак, мне очень нравится. Я люблю, когда люди восстанавливаются, когда люди примиряются. Мне нравится, когда люди не просто там рукой махают, а ладно, потерплю еще, да, а люди действительно вот и сердцем, и головой понимают, чтобы сохранить мир, чтобы сохранить семью, я должна, либо я должен себя поменять, да, поработать над собой. Это очень хорошее состояние. Даже если внешняя была какая-то угроза, неприятность, все равно вот страх потери, что, Боже, никогда больше не увидимся, что-нибудь случится, заставил вас поменяться. Заставил поменяться, и вот как сроднились вы еще больше. Ну, а дальше будет еще лучше, мои хорошие. Еще больше сроднитесь, и уже, знаете, как одним дыханием будете жить. Так, еще для пары, вот мужчина и женщина, которые очень долго хотели, мечтали завести ребеночка, по разным причинам могло не получаться, но взаимное желание и мужчины, и женщины. Наконец-таки, вот под самый конец лета пойдет урожай. То есть забеременеет женщина, вот. Но а кто-то примет решение на усыновление, мои хорошие. То есть у вас появляется ребеночек, у кого-то уже готовенький, да, вам дают на ручки, и вы берете, называете своим, а кто-то узнает, что беременность настала. У вас тут такой праздник будет, вы такие счастливые, поверьте, вот и беременность, и ребеночек, который появится, они вас очень сблизят. Здесь у меня просто такая счастливая семья, прекрасная счастливая семья. Так. Здесь у кого-то будут прерваны связи. Сразу хочу сказать, но больше похоже на семью. Но семья, родственники, которые не желали вам добра. Родственники, которые против вас что-то делали. Какой-то вот сплошной, прям, не знаю, поток, да, водопад негатива обрушался на вашу голову, на ваш дом, да, допустим, да, просто примером, вы жена, семья мужа вас, мягко скажем, недолюбливала и делала все возможное, чтобы вас там, например, разлучить, чтобы вы ругались, чтобы у вас там постоянный диссонанс присутствовал. Здесь идет обрыв связи. Не скажу по какой причине. У кого-то отыграется, может быть, отъезд в другое место, там, где вы будете недоступны, а у кого-то отыграется, что мужчина примет волевое решение и за вас заступится, так строго скажет: не лезьте к моей жене, не лезьте ко мне, не лезьте в мой дом. Все, точка. Если хоть раз еще услышу, хоть какое-то слово, хоть намек услышу, да, бровью поведете в сторону моего дома, моей любимой женщины, больше мы с вами общаться не будем. То есть, вот обрыв именно негатива идет, понимаете, а у кого-то действительно и связь оборвется, то есть общаться уже не будете, видеться, по крайней мере, так часто не будете. И будете для этих людей недоступны. Но время пришло, мои хорошие, вы уже как свое отстрадали. Слишком много, я вижу, гадостей, пакостей наделали. А у кого-то, девочки, отыграются, что мужчина был такой, вот друзья, там рыбалка, футбол, пивас, там всякие бары и прочее. Любил, да, побаловаться, мягко скажем. Вот. Человека порвет связи с этим порочным кругом таких вот подобных, да, друзей-приятелей, которые его постоянно тащили, причем вниз, просто, понимаете, вот на четвереньки и ползать в пьяном угаре. Здесь вот мужчина берется за голову, потому что все-таки образ мужчины выходит. Человек, который решил все поменять в своей жизни, просто поменять. И еще хочу сказать, у кого мужчина, скажем так, погуливал, может быть, у него постоянная женщина была, может быть, у него там, извините, пися все время чесалась, да, и он искал место, куда ее пристроить. Здесь вот тоже, знаете, как человек говорит: все, не хочу, не буду, и не тянет, и прям до рвотного рефлекса. То есть какая-то переоценка ценностей идет у мужчины. Так, мои хорошие, еще по левой стороне хочу добавить. Тут люди,
какие-то властные, либо люди, у которых власть есть, они, может быть, начальники, может быть, какие-то управляющие, законотворцы, там, может быть, там, полиция, военные, люди, которые обижали тех, кто послабее, да, может быть, какие-то притеснения были. Страх идет. Вот чувствуется страх от этих людей. Они так высоко сидят, да, и вот прям выбирают, да, кого мы сегодня тут будем наказывать, да, кому от нас достанется. Могут, кстати, отыграться еще судьи, адвокаты, врачи, учителя, преподаватели, да, ну, причем не обычные, да, а те, которые могут повлиять. Вот. Здесь, вот именно за вас кто-то заступится. Может быть, не конкретно за вас. Может быть, всплывут эти черные делишки. Вот это угнетение простого люда всплывет. И я вижу, что будут бежать. Бежать и, ну, как с позиции своей, с должности своей будут бежать. Кто-то, в принципе, будет объявлен, может быть, даже в розыск. Да? Какие-то пойдут раскрытие их черных дел. Вот. И все пострадавшие, но я не вижу, что только конкретно вы. Возможно, ну, обширный круг людей пострадал. Может быть, это какие-то депутаты, как они называются, которые там глава района. Да? Человек, ну тут не один человек, тут их несколько. Они как шайка-лейка, они будут бежать. Они будут бежать, их будут преследовать. А те, кто пострадал, ну, не могу сказать, что все получат компенсацию, но дела ваши, например, которые тормозились, да, либо наоборот кто-то на вас что-то, какое-то дело завел, да, это все будет пересмотрено. Плюс люди получат моральное удовольствие от того, что нет вот этого гнета и нет власти этих людей, высокие люди, там, ну, не знаю, чиновники, да, возможно, даже какие-то. Не могу. Они сейчас при флагах, понимаете, у них флаги идут. То есть они сейчас как лидеры, да, лидеры общества, в их руках судьбы людей. Но к концу лета все поменяется. Понимаете, люди будут главными. А вот эти мерзавцы, они будут со своими поломанными, подертыми флагами просто бежать. Бежать и прятаться. От руки справедливости, кстати. Здесь, знаете, вот как самое высшее вмешательство идет. Ну, прям самый главный человек. Ну, кто самый главный? Президент, может быть. Либо, если не президент, то вот как, ну, божественная сила, понимаете, вот с неба кто-то спускается и наказывает этих нехороших людей. В любом случае, потерпите, вот тем, кто угнетает, им очень круто достанется. Ну, по делам так и должно быть. Ладно, левая сторона у нас закончилась. Давайте пойдем по-хорошему, по правой стороне. Так, здесь у меня два человечка. Чем-то таким интересным занимаются. Очень похоже на новое знакомство. Новое знакомство, причем вот в вашу жизнь идет человек, который несет в вашу жизнь букет цветов. Букет цветов. Это как и романтика, может быть, да, вы хотели познакомиться, вы познакомитесь. Человек будет очень активно за вами ухаживать, очень такой, знаете, хорошо воспитанный, интеллигентный, подарочками будет вас баловать. А для кого-то это играется как дружеское знакомство, когда человек, действительно совершенно незнакомый человек, увидев вас первый раз, будет оказывать вам помощь. Вот любая помощь, которая вам потребуется. Абсолютно добрый человек, без всякой задней мысли, то есть с дарами идет к вам человек. Очень приятно. Дальше. Какая-то новая занятость у вас идет. Чем-то вы будете увлекаться. Либо для себя какую-то новиночку найдете, откроете. Может быть, хобби, увлечение. Что-то вы делаете руками, так кропотливо делаете, стараетесь. Очень, кстати, вам зайдет эта тема. И если вы не будете останавливаться, то уже к зиме вы как на ступеньку выше зайдете, да? Вас уже как признавать будут, да, в том деле, которым вы занимаетесь. Так, а здесь у меня человечек на ножки встает. Ну, это либо болезнь какая-то, либо это, может быть, операция. Может быть, какая-то терапия будет проходить. Вы знаете,
Если вы переживаете, если вы вот постоянно думаете, да, ой, а кто ж меня вылечит, ой, а кто ж меня на ножки поставит, ой, а как же это все будет? Я вам так скажу, в правой стороне выходит, тут за вас сам Боженька заступится, понимаете? То есть вам будет дано здоровье, и дано восстановление, и, конечно же, хороший результат вы получите, если пойдете на операцию. Понятно, что летом редко кто делает операции, возможно, у вас как срочный случай, либо вы очень долго ждали очереди, мало ли, может, что-то произошло, да, какое-то срочное вмешательство. Может быть, не у вас, может быть, у кого-то из ваших близких, вы переживаете как за себя. Здесь вот ангел, четко стоит ангел и льет воду на больного человека. То есть высшие силы просто гарантируют, что все пройдет замечательно. Вылечитесь, на ноги встанете, никаких проблем не будет. Не переживайте и не бойтесь. Так, здесь какое-то мероприятие невероятное. Какие-то танцы, какое-то веселье. Новые лица, все красивые, все нарядные. Ну, либо праздник, юбилей, либо, может быть, даже какая-то свадьба. Здесь люди отмечают, здесь люди празднуют. Вы там желанный гость. Может быть, это ваша свадьба, а может быть, свадьба кого-то из ваших близких, либо вас просто позовут на свадьбу. Но вы там в центре внимания. Вас будут окружать очень хорошие люди. А для молодых девушек, вот сразу хочу сказать, вот именно на свадьбе у вас знакомство сразу с двумя мужчинами. Два мужчины абсолютно разные, типаж разный, внешность разная, но оба вам будут подходить. И вы даже какое-то время будете теряться. Кого выбрать? Кого мне из них выбрать? Они оба замечательные душечки. Вот. Выбирайте того, кто больше к вам тянется. Ну, смотрите, кто больше за вами ухаживает, кто больше, вот знаете, как интересуется вашей персоной, да, вот, а как тебе нравится, как ты хочешь, а что ты любишь, да, выбирайте именно этого мужчину. И тогда вас ждет какой-то очень скорый брак, ну, конечно же, счастливая жизнь. Женщина, которая не плачет, но постоянно улыбается. Выбирайте того, кто любит вас. Любит вот саможертвенно, да, когда человек готов отказаться от своего интереса ради другого. Вот этого человека выбирайте. Так, вот в правой стороне вышло, ну вот кто-то ждет этих новостей. Есть какая-то змеюка подколодная, причем вот как будто бы две головы, понимаете? Вот нет хвоста, с одной стороны голова, и с другой стороны голова. То есть вроде как на одну голову наступил, а она так выворачивается и с другой стороны кусает. Ну, невозможно было справиться, натерпелись, конечно, ого, сколько от этой змеюки. Но смотрите, вот два человека объединятся для того, чтобы победить этого одного общего врага. И знаете, один на одну голову наступит, а другой на другую наступит. И так вы эту змеюку победите. Вместе, вдвоем. Какое-то идет объединение вот против одного врага. И какая-то быстрая победа. Победа идет над этой ситуацией. Так, по поводу подарков. Подарки, вот честно скажу, кто-то будет получать много мелких, а кто-то получит один, но очень конкретный подарок. Да, все и сразу. Знаете, мои хорошие, вообще судьба вам улыбается. Конец лета будет богат на какие-то подарки, на удачу, на светлые вот именно моменты в вашей жизни, яркие моменты. Вы будете себе удивляться. Я не знаю, то ли вам тяжело было все эти полгода, вот какое-то, может быть, настроение было не то, либо вы в каком-то ограничении жили. А вот экватор лета проходит, и у вас подъем идет. Подъем, так постепенно, да, все больше солнечных дней, все больше какой-то милоты происходит в вашей жизни. Вы сами себе будете удивляться. Знаете, мои хорошие, ну это вам за то, что пережили, за то, что были лишены. То есть вдобавочку вам кидают. Так, кому повезет очень крупно, ну здесь вот прям человек либо машину получит, либо даже, может быть, дом свой обретет. Не забудьте сделать откуп, либо раздайте милостыню тем, кто нуждается. Если таких людей нет, да, есть люди, живут в хороших странах, где у них нет нуждающихся людей поблизости, покормите животных.
покормите животных, птичек особенно. Они в небе летают, ближе к Богу. Поверьте, вам воздастся. Так, в венце у меня человек, который добивается того, чего хотел. Какое-то сложное дело, может быть, долго тянулось, может быть, много сил и энергии от вас требовало. Путь какой-то бесконечный. Вы так долго шли, вы сбили ноги в кровь, вы просто уже обессилели, да? Такое впечатление, что вы там 100 тысяч дверей пробили просто, да, потому что не открывали. Вот конец лета, вот самая где-то последняя неделька лета, это вот финиш, и причем счастливый, когда вы понимаете, что все, фух, наконец-то выдыхаю, я это сделала, либо я это сделал. Я вижу, что вы сейчас над чем-то постоянно либо думаете, либо работаете. Вот вовлеченность ваша идет почти там на 90%. Свет не мил, да, потому что вот дело в голове острой занозой торчит. Конец лета, последняя неделька. Вы получаете результат. Понимаете? Вам не нужна ничья похвала. Вам не нужно ничего признания. Вы для себя это делаете. Для себя, для своей семьи, для своих близких. Результат будет. И этот результат, я так скажу, он вообще непредсказуемый. Сказать, что результат, это ничего не сказать. Тут, видите, вы хотите малого, а получаете намного больше, чем вы хотели. Вы сами себе удивитесь, как вот у меня так вышло, что я вот такой мега результат получила, либо получил. Ну, я так скажу, вы молодец. Вы молодец, что вы не сдаетесь, молодец, что вы работаете, какие-то действия совершаете, и у вас вот мысль светлая. Вот то желание ваше, оно на самом деле светлое. А все наши светлые желания высшие силы всегда слышат. Если это благостное, помогут. Поверьте, оно так и работает. Вот у вас сверхрезультат. Это вот самая последняя неделька лета. Ну что сказать, молодцы, мои дорогие. Так держать. Пусть вас не пугают никакие плохие люди, либо сложности, трудности. Вы видите, вы человек особенный. Вы всего можете добиться. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Проходя эти сложные дорожки, вы набираетесь опыта, а это самое главное. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.